хоть снегохода проверить, как он работать будет. О, хлеб стоит у меня. Вот хлеб. Еще не дошла пока. Маленький еще это подкинул. Это вон где меня научили. Егора вот такие так делать хлеб. Тесто поставил с дрожжами. И это хлеб-то уже когда дня 3 назад кончился. Дня 3 назад, наверное, кончился. Вот твой мой беспардак. Мясо запекал. Лепешка. Две лепешки сделал. Вчера делала. Сегодня что-то на хлеб потянул. Вон там. Ничего. Нормально, вкусно получилось. Вчера свеженькую-то я поел. Чуть ли не треть съел сразу. Что еще? Никуда-то съездить надо. Уже 4-й день получается. Да, позавчера 10 километров 7 проскакивал. Вчера вообще никуда не уезжал. Сегодня тоже уже обед. А там ремень, вентиляторный ремень поменял на снегоходе. Съездить надо куда-то. Ну, кто-то за оружие спрашивал. Что за оружие у тебя есть, типа? Вот он у меня. Супер Вепрь. Из первых выпусков. Их 4 штуки в республике привезли первые. Вот и был у меня такой руководитель мой. Ну, старший товарищ руководил. Ну, Сонар такой был предприятие. Там вместе работали. Я у меня купил вот это вот ружье. Уже больше 20 лет у меня. Весь истрепался, конечно. Приклад самодельный. Страшно даже. Но инструмент хороший. Инструмент хороший, я на него не жалуюсь. Я с него столько передолбил. И зверя, и волков, и мясо. Да хоть кого. Безотказный и точный. Ствол, говорят, пулеметный. Ну, для облегчения, видишь, наранивания. Надо приклад купить, а. Хочу пластмассовый купить, поставить. Тяжелый, конечно, будет. Но ничего. Тяжесть оружия, как говорится, благородная тяжесть. Да. Инструмент. Какая разница? Какой лопатой копать, да? Типа этого. Ну, вот так. За лекарства спрашивали, а? Например, от глухаря, да? Ну, вот это вот желудок. Содержимое желудка. Ну, вот эта вот часть наружная, короче, обычно у нас, это как народная медицина, короче, засушивают. Вот в таком виде она получается. Ага. Ну, как таблеточку. Так вот берешь и жуешь. Ну, здесь, видать, это фермент. Желудочные ферменты глухаря содержатся. Они это от живота помогают. Ну, несварение желудка скорее. Ну, вот, например, мезимфорте же есть таблетки-то эти. Ну, эти таблетки мезимфорте. Вот и уже поджелудочный желез свиней делают. Вот типа этого тоже. Ну, а вот это другое дело. Вот. Это, короче,
от глухаря тоже, да? Он, короче, лиственничные почки собирает. Вот. Такой мешочек мне нынче заказали. Вот такие мешочки сказали, привези. А зачем, говорю? Ну, от кашля, говорит, помогает. В старину, говорят, даже от туберкулеза помогало, говорят. Вот кто-то Черопчинский, короче, моему другу сказал, старшему другу, Олегу Петровичу Федорову, сказал, он, оказывается, старик заказал. Вот и вывезу я ему. А ну, что-то они, глухарей мало, и какие-то перелетные сильные не кормятся. Вот эти вот маленькие. А ну вот еще, вот это вот забрать можно. Эти совсем маленькие они. Кажется, их это запаривают в воду. Кипятком запаривают и пьют. Ну, а я еще как делаю? Вот это вот вместе с содержимым желудка, вот это вот, да? Здесь тоже вот эти вот почки, он сперва сюда это самое скапливает, ну, как жвачное. Потом под снег залазит, лежите. Вот туда отрыгивает, видать, жует и сюда глотает. Это желудок. И я с них как настойку делаю. Вот, например. Например, вот этот желудок и вот этого содержимого, оно намного этого кислое получается. Но там же еще и желудочные соки, желудочные ферменты, видать. И она как кислая получается. И как отхаркивающая очень хорошая. У меня просто на воде настояна. Водка-то кончилась. Так вот. И еще запариваю эту ягель. Ягель запариваю. Ну вот, это как он, скандинавский мох, или как он называется. Я и раньше ее с земли собирал, а тут зимой-то это с деревьев собрал. Вот там вот это вот коричневенькое же есть. Я думаю, весь антибиотик, короче, вот природный антибиотик, вот в этих, короче, коричневых скапливается. Потому что когда я с земли собирал, это после дождя, короче, когда ее запариваешь, собираешь после дождя и запариваешь, она вкуса нету, нету никакого. А недельку, ну, дней 10, 2 недели, когда засуха стоит, соберешь, запаришь, и горький вкус появляется. Этот вот горький вкус, это вот лекарство оно и есть. Это тоже как отхаркивающий, ну, антибиотик природный. Ну вот, например, вот так вот пакетик собираю, скатываю, ну, стараюсь, чтобы без кухты, без ничего, так вот. Вот, смотрите, вот это вот желтенькое. Не желтенькое, коричневое. Там как-то черно-желтоватый становится, темно смотрится. Ну, как такой, как этот венчик, не венчик, короче, и на нем скапливается вот этот антибиотик. Выделение, короче, его, это антибиотик получается. По-моему. Что скажут ученые? На мой взгляд, так. Ну, я тут вот обычно в ельниках, ну, в таких затененных местах на деревьях, на этих растет. Так. Это раньше с земли собирал. А на деревьях, видать, это постоянно получается горько, потому что она, эти верхние живые ветки, листва там, короче, защищает от дождя, не смывает, видать, у нее антибиотик. Так вот. А вот эти вот, интересно. Ну, а цинги тоже раньше потребляли тут такое, как чай запарят, короче, пьют, как витамины получается, наверное. Вот, настоечка моя.
От живота помогает, точно. Я как заехал, животом мучился. Сейчас-то вроде бы желудок отошел. Болел желудок, язва, не язва, короче. Что-то такое. Ну вот еще вот этот, как волчья трава. Я с нее тоже, как настойку делаю. В воде запариваю столовую ложку. Где-то на такую банку. Но с непривычки она давит маленько. Это как она, сонливый какой-то становишься. Так, нормально. Спится хорошо. Насчет этой, как-то, с деревьев, как я ее собирать начал. Что-то сидел, телевизор смотрел, новости там показывают. Новости кончились, а тут младший подходит, Данилка, и говорит, подходит, на новости это закончилось, я взял, на его любимую этот карусель переключил, думаю, мультик ему надо посмотреть. А он такой, там, короче, шел какой-то мультик советский еще, видать, там какая-то мышка, короче, с бабочкиными крыльями, машет крыльями, поет что-то. Он такой посмотрел, присмотрелся, прислушался, потом говорит, фу, говорит, какая гадость. Фу, папа, какая гадость, говорит. Я взял, на, держи, говорю, что будешь смотреть. Тот взял пульт и давай-то щелкать. До познавательной добрался. Я не помню, то ли Animal Planet, то ли National Geographic включил. И там, короче, про обезьянку показывают, которая сиротой осталась. То ли его со стаи выгнали, то ли мать бросила, сиротой остался, короче. Под обезьянкой сиротой осталась. Маленькая еще. И ходит там по этой лесу. Да, помню, обезьяна Шри-Лангра называется. Фильм, китайцы снимали, что ли. И это... места довольно, суровые места. Там горы, снег, метель. Там, сразу видно, что холодно. Остальные обезьяны, которые в стае друг друга прижмутся и сидят там на этих деревьях. А этот бедный один торчит на ветке. Сидит там, мерзнет, дрожит, весь мокрый. Я на него смотрю, думаю, да, сдохнет, наверное, думаю. Там этого простуду подхватил, да и все тут. Сдохнет, думаю. А ничего, вот сидит он там на этой ветке, дрожит. И из деревьев, короче, вот эти вот. Вот такой вот лишайник, мох собирает, живет. Лишайник, наверное, называется. Это зимой только этими питаются, видать, они. Это вот жрет, короче, что-то сидит там, ковыряется ведь. Есть. И выжил. Потом это какой-то стаю взрослых самцов прибился. Те его, короче, пригрели вместе с ними. Выжил. Так вот. И после этого думаю, ну-ка пойду посмотрю на дерево. Сходил. Ну вот как раз из-за этого коронавируса начали там по WhatsApp там типа это лишайник, то все, вот это вот помогает, короче, от гриппа, от этой болезни, типа так вот началось. Я сходил возле дома, там поблизости, смотрю, принес точно, пригляделся, вот эти вот есть, такие же, которые я на земле собирал ранее. Мне вот дед показывал. Как-то просудил, запаривал. Батя тоже запаривал. Так вот.
Ну а куда же еще без золотого корня? Вон золотой корень у нас в горах растет. Ну, вдоль горных речушек. Таких на морях растет золотой корень. И на ней-то я настоечку делаю на водке. Денек-два постоит. И это уже вот после водки банки настаиваю и пью водочку. Но водка быстро кончается, а это остается. Ну, она проспиртованная, я ее так вот кусочки отламываю, жую еще. Потом при упадке сил, типа, куда-нибудь соберусь, а подальше что-нибудь такое экстремальное поездки или подальше ехать, или на волоски там чувствую, которые будут. Тогда жую. А давление сильно приподнимает. Когда сильно много голова болит от давления.